Единственный концерт выдающегося испанского тенора Пласидо Доминго на этой неделе окончательно развеял все сомнения относительно того, что нет ничего невозможного. 3 часа музыки, знаменитые арии, ставшие произведениями на все времена. Огромный зал, затаив дыхание, ловил каждое мгновение космического масштаба, проходившее в нашем городе. Все в результате оказалось простым и доступным. Главное – всепобеждающая любовь к музыке. Дмитрий Пивоваров продолжит. Формат от «Нефть-арены» впервые принял итальянскую, русскую и американскую оперу. Правда, здесь уже бывали симфонические оркестры в качестве сопровождающих соратников к выступлениям британских и немецких рок-звезд. Лучше поздно, чем никогда, воскликнут одни и полетят в Европу, чтобы послушать оперных див, которые находятся в пике своих вокальных возможностей. Мир открыт. Кстати, среди оперных исполнителей и находящихся в самой силе можно отметить лишь одну, побывавшую в Казани – итальянку Чичилию Бартоли, чей удельный вес на современных европейских площадках непоколебим. Один из 3 теноров, Хосе Каррерас, по-прежнему гастролирующий в настоящее время по России, пел в Казани в оперном театре. Находясь не в состоянии высшего технического пилотажа, в конце концов люди меняются во времени, какими великими бы ни были. Но приблизил к нам атмосферу 3 теноров, с легкостью завоевывающих стадионы мира. Пласидо Доминго, концертирующий тенор и автор учрежденного им фестиваля «Опералия», приблизил эту атмосферу еще ближе. Конечно, это возможно для любого певца, любого исполнителя мира. Как правило, они присылают, раньше они присылали просто записи, аудиозаписи, теперь они присылают DVD. И опять-таки специальное жюри рассматривает кандидатуры. Как правило, мы принимаем от 700 до 1000 видеозаписей или просто записей. Из этого количества нам необходимо выбрать всего лишь 40 человек. И это уже огромное испытание. Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского, маэстро Юджин Кон и тенор Владимир Дмитрук слились в едином порыве. Отдельно нельзя не отметить и Аиду Гарифуллину. Кажется, ее звездные движения по жанрам и стилям, выступлениями с Димой Биланом, Тимати, Филиппом Киркоровым, Александром Сафино, Майклом Болтоном движется лишь в одном русле – оперном. Там и встал корабль творчества, подтвердив и победой на фестивале Пласидо Доминго «Опералия» и выступлением с самим мэтром. Не за горами выступление еще одной обсуждаемой персоны современных подмостков – Анны Нетребко. Впрочем, это уже совсем другая история. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир». Билеты на концерт прославленного тенора 700 работникам образования из 127 школ Татарстана и Казани подарил депутат Госдумы России Ирик Богуславский. Своими впечатлениями учителя поделились с нашей съемочной группой. Это была поистине уникальная возможность бесплатно побывать на концерте Пласидо Доминго. В список учителей, получивших приглашение на концерт, попали 700 работников образования, те, чьи ученики лучше всех сдали ЕГЭ. Это такой подъем духа. Мы сегодня целый день под впечатлением ходили, учителя, и обсуждали эту тему. Знаете, это здорово, когда мы можем действительно посмотреть маэстро, увидеть человека с большой буквы. Очень понравилось. Мне бы хотелось обязательно попасть сюда еще раз. И я хочу сказать огромнейшее спасибо депутату Верховной Думы Ирику Богуславскому, который подарил нам, педагогам, такую возможность попасть сюда. По словам Ирика Богуславского, депутата и акционера одного из крупнейших промышленных предприятий Казани, своим подарком он хотел выразить педагогам глубокое уважение и поздравить их с окончанием учебного года. Елена Чередина, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».